Правление китайской провинции Чжэцзян сообщило, что выделит 15 миллиардов юаней для 30 индустриальных проектов провинции Аксу уйгурского региона. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, по случаю 10-й годовщины подписания протокола о городах-побратимах, власти провинции заключили договор об укреплении сотрудничества по вопросам развития индустриального парка Аксу, центра финансов и торговли, орехового хозяйства, производства текстильной продукции и готовой одежды, энергетики и технологий 5G. Наблюдатели отметили, что китайское правительство использует уйгуров в качестве дешевой рабочей силы под предлогом всеобщей занятости и заявили, что данная политика распространилась на весь уйгурский регион и приобрела огромные масштабы. Специалисты считают, что международное сообщество должно выступить против практики, введенной Коммунистической партией Китая. В отчете Института стратегической политики Австралии отмечается, что, используя уйгуров и узников лагерей, Китай получает колоссальные доходы от бизнеса с крупнейшими мировыми брендами. Китайская армия провела крупномасштабные военные учения на границе, расположенной между провинцией Хотан и Ладакхом. Согласно информации, предоставленной Times of India, учения состоялись сразу после столкновения китайских и индийских пограничников возле озера Пингонг. Китайские СМИ не предоставили информацию относительно места проведения учений, в которых было задействовано тысячи десантников, бронетранспортеров и транспортных средств. По словам экспертов, действия Китая направлены исключительно на устрашение Индии. Перед встречей с официальными лицами Китая, которая должна состояться на этой неделе в Гавайях, госсекретарь США Майк Помпео еще раз отметил, что Коммунистическая партия Китая угрожает всему миру и призвал другие страны быть более аккуратными в отношениях с Китаем. Во время видеоконференции Еврейской ассоциации США Помпео подчеркнул, что Китай становится более конкурентоспособным перед США и другими народами. Мы должны быть осторожны относительно угроз и опасности, которую Коммунистическая партия Китая представляет для нашего образа жизни, заявил министр иностранных дел США. За последние несколько месяцев Помпео и другие официальные лица Соединенных Штатов неоднократно критиковали Китай за сокрытие информации на ранней стадии эпидемии коронавируса. Кроме этого, Помпео открыто раскритиковал закон о национальной безопасности, которую китайское правительство хочет осуществить в Гонконге, а также осудил геноцид и гонение уйгуров. После того, как было обнаружено еще несколько случаев заражения COVID-19 на другом рынке Пекина, более 10 районов города были взяты под карантин. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что за последние 24 часа в стране было зафиксировано более 57 инфицированных COVID-19, 19 из которых прибыли в страну из-за рубежа. Начиная с 14 апреля в Китае было зафиксировано самое большое количество случаев нового типа коронавируса, при этом 46 человек заразились на рынке сельскохозяйственной продукции, который впоследствии закрыли. Были приняты ограничительные меры, включая введение комендантского часа в 11 жилых районах, прилегающих к рынку, запрет на занятия спортом и отмену уроков в 9 школах. В субботу во многих городах мира прошли акции протеста против расизма после смерти Джорджа Флойда, убитого в результате насилия со стороны полиции. В дополнение к антирасистскому протесту на улице Лондона вышли ультраправые группы для проведения контрдемонстрации. Между представителями крайне правых, которые собрались на площади парламента, и столичной полицией, произошли столкновения. В полицию летели бутылки и банки из-под алкогольных напитков. Задержано более 100 человек. 6 полицейских получили легкие ранения. После того, как появились сообщения о нападении на полицейских, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что расистскому хулиганству нет места на британских улицах.